Добрый день, дорогие друзья. Сегодня 16 часов 12 минут. Среда, 21 января 2026 года. Встретились с экспертом Сергеем Власенко. Значит, решили поговорить по поводу вот этой ситуации, которая произошла с Марией Цыгеновой в Подольске. Сергей, что ты можешь сказать на этот счет? На этот счет я могу сказать добрый день. И могу сказать следующее. Из того, что я видел в интернете, что наши, вернее не наши, а российские менты – это чистые упыри. Чистые упыри, бандиты, взяточники. И я не знаю, какие еще можно эпитеты в их адрес говорить, но больше ничего хорошего. Потому как задержать женщину просто так от фонаря на улице, которая общалась с людьми, и начать ее прессовать, это я вообще в голове даже не укладывается. Что это такое? Конечно, здесь немаловажный фактор то, что национальные, так сказать, меньшинства, что это не российская гражданка, то есть здесь и национализм, и расизм, здесь все вместе взято. Но ты имеешь в виду, что там вот они ее приняли якобы за иностранную гражданку, Нет, да, поэтому? они Или ей как? в глаза же говорили, что ты буритоска или как там, ты бурятка, ты чумазая, ты... Ну, то есть, это вот Да, великорусский шовинизм, да, так чисто называемый. националистические дела такие, российские причем. И держать ее в ментовке 17 часов, это вообще, угрожать там насилием, вообще, ну, слов просто нет. Даже о чем здесь можно говорить? Ну, а ты вот читал про реакцию, вот там, значит, Не, реагировал там на это дело, там, 5-10? Нет, реакцию я не смотрел, потому что Ну. если реакцию смотреть наших граждан россиян, то половина из них, конечно, скажут, да, нечего здесь делать этим чуркам, а нормальных людей сейчас встретить в интернете, если я про другое сейчас отвлекусь просто. Я прочитал, буквально вчера прочитал, там пишут, что вот Трамп, он такой секой, вот он там совет делает, вот он борется там, вот он Путина взял, как вы на это смотрите? Да, это все правильно, Путин должен быть с Трампом рядом, хотя Трамп их тут обул на прошлой неделе, забрал у них корабли с нефтью, санкции всякие там дополнительные сделал против Роснефти и Лукойла. И умные русские, добрые, пишут, что да, Трамп хороший, вот он, видите, Путина в совет взял мир. Я думаю, что вы несете вообще? Ну, это будет тема нашего, значит, пятницы, потому что... хочу сказать, что нет, меня... ход мышления россиян. Меня, с другой стороны, поражает, что вот все инициативы Трампа, они почему-то воспринимаются через такое недоверие такое со стороны русских. А я думаю, а вы вообще кто? Вы Путина допустили до власти, да? Вся эта вот хорошая русская мразь, вот это все всякие интеллигентишки, там все те, которые были примазаны к этой власти, они же ведь от Путина получали очень много бенефитов. Они сейчас получают. Всякие там феминистки, всякие мошенницы. Вот там одна мошенница, значит, у меня регулярно тусуется в моих социальных сетях. Ну, она судимая за мошенничество. Она там, значит, предлагала такую схему. То есть, ты мне 5000 заплатишь, а я типа выбью, короче, через европейский суд по правам человека, тебе, значит, за компенсацию, короче. Ну, такая хитрая, бесхитростная схема. И они все же работали на Путина, они сосали денежки на оно, они вот создали такой образ вокруг Кавказа, например, там берут дебилов каких-то, ну, с дисфорией женщин, там, психически ненормальных, неуравновешенных, и подучивают, что им говорить. И те, ну, поскольку не совсем адекватные, они начинают говорить, ну, такие традиции на Кавказе, что волей-неволей приходится потом после таких интервью, данных русскими, да, русским СМИ, распиаренным на всех площадках, значит, в том числе в этой левацкой среде. Ну, конечно, женщины потом исчезают через какое-то время. Не сейчас буквально. Это все зависит от того, с чьей национальности, так скажем, эти девки. Но рано или поздно они либо исчезают, либо там, ну, в общем, что-то с ними происходит такое нехорошее. Они исчезают как бы из жизни.
И а я такой думаю, а зачем вот это все вот этим вонюшкам вот так сильно, которых еще 150 лет назад продавали за борзых щенков, там была биржа там Ну и да, так да, да, далее, да. котировались там и так далее. Святая Екатерина Великомученица, конечно, вот она добрый гуманитарий была, великая женщина, там в рамках вот этого просвещенного абсолютизма она запретила, конечно, продавать семьи, то есть можно было Крепостных. продавать, значит, семьями только. И хотя там, ну, они хитро очень делали, оформляли развод и распродавали, короче. То есть тут как бы русские дворяне, они были мастаки на обход всяких вот таких, значит, законов гуманистических. И вот они вдруг внезапно озаботились традициями, которые существуют на Кавказе, там в Сибири, в других местах. Ну, в общем, перейдем к тому, что вот эта Марина Цыденова сама опубликовала на своем телеграм-канале, потому что сразу же пошла вот эта черная волна, и они там, значит, всякую чушь, там, что она там пьяница какая-то, алкоголичка и так далее. Мать 4 детей, напомню. В телефонном разговоре с корреспондентом Мария Цыденова поделилась подробностями произошедшего. Инцидент имел место в 3-м отделении полиции по городу Подольск. Угу. Обычная семья Цыденовых, переехавшая в 2022 году из Улан-Удэ в подмосковный Подольск, ради дочери Дианы, собиравшейся поступать в Московский финансово-промышленный университет на психолога, внезапно оказалась в центре внимания. Инцидент произошел в ночь на 8 января, когда семья возвращалась домой после празднования Рождества в гостях. Мария Цыденова живет в Подольске с мужем, с 2 детьми, 20-летней дочерью Дианой и 14-летним сыном Мироном. В начале января к ним из Улан-Удэ приехала мама Мария Валентина Семеновна Степанова, значит, с 14-летней дочерью Роксаной, живущей с бабушкой. Таким образом, в семье в тот момент находились 3 детей: Диана и двойняшки Мирон и Роксана. 7 января Мария с матерью, детьми и 2 подругами Дианы, 22-летней Сараной и 24-летней Анитой, отправились в гости. По словам Марии, во время празднования компания из 4 взрослых выпила настойку. Количество настойки не указано, кстати. После мать Марии с двойняшками вернулась на такси домой первой. Вслед за ними около часа ночи 8 января Мария и Диана, ее подруги, также вызвали такси и отправились к своему дому в Подольске. Машина остановилась у парковки недалеко от дома. Девушки планировали зайти в дом, чтобы Диана переоделась перед молодежной вечеринкой. Также зайти в ближайший магазин за едой. В тот момент, когда группа решала, как лучше организовать свои действия, мимо них проехал полицейский автомобиль. Патрульная машина развернулась, к девушкам подошли 2 сотрудника ППС и попросили предъявить документы. У Дианы и Сараны с собой документы были. Мария предложила показать данные своего паспорта через приложение госуслуги в телефоне, но перед этим попросила сотрудников ППС представиться и предъявить, как положено, служебное удостоверение. На что один из них нервно отреагировал. Ну, это нацист. Я знаю, там еще такой... Это чисто русский нацик, шовик. Там еще момент... Женщина предложила подняться за паспортом к ней домой, который находился всего в нескольких шагах. Полицейский, проявивший нервозность, отказался принять предложение сверить данные через госуслуги и указал на Марию: «Ты точно поедешь с нами?» В итоге женщину доставили в 3-й отдел полиции по городскому округу Подольска, расположенный в 3 минутах езды от ее дома. По оценке Марии, сотрудникам было около 30-35 лет. Ну, то есть там есть закон о милиции, согласно 5-му пункту, подпункту 5-му, требование предъявить это является законным. Вместе с Марией, переживая за нее, в машину села подруга дочери Сарана. Дочь Диана бросилась в подъезд, чтобы принести паспорт матери. Она успела прибежать к зданию отдела еще до того, как Марию завезли внутрь. Но передать документ не удалось. Как только дверь помещения закрылась, произошло, по словам Цыденова, нападение. Тот же сотрудник, которому не понравилось ее требование представиться, неожиданно ударил ее по голове, спине и начал заламывать руки. Когда Мария сказала, что ей больно, он, по ее утверждению, крикнул: «Заткнись, бурятская мразь». В дежурной части женщина попыталась позвонить знакомому адвокату, но сотрудник ППС отобрал у нее телефон. В отделении на тот момент находились 3 или 4 сотрудников полиции, среди которых была и девушка 28-30 лет. Полицейские, доставившие Марию, после этого ушли. Ну, это типичное вот поведение нацика. Это такой навальнист, такой, значит, который... И причем я считаю, что это не первый раз, когда они вот так незаконно похищали женщин.
Причем, ну, они, видимо, были одеты в норковой шубе, там, так далее, выглядели очень, наверное, достойно. Не, ну То да есть, и какая они разница, как просто они были вот одеты? похищают, запугивают. Да, и все. Вполне возможно, что в этом отделении неоднократно случались изнасилования. А многие женщины, они об этом, особенно когда И такие вымогание денег, насилие да. совершено И вымогание денег. представителями власти, они это не акцептируют. И вот как раз вот эти все русские правозащитнички, вот эти все активисты, деятели, они вот как будто потерялись вообще, тишина, молчок. Понимаешь, на этот счет они вообще не реагируют. Зато вот там Чукча-Сдор, там что-то под бутылку, там каких-то там пытался что-то это, сексуализированное насилие. Знаешь, вот об этом кричат, а то, что тут потом происходило в этом отделении полиции, о том, что женщину пытались эти менты изнасиловать, извращенным способом, так скажем. Понимаешь? И, конечно, правильно, что эта женщина абсолютно замусорилась и дальше заявление и все прочее. То есть, и она написала в своем канале, что ее канал она удалит после того, как добьется сатисфакции, так скажем. Ты что хотел сказать? Хотел сказать. Ну, Дело в том, что точно такой же случай практически был и у меня лично со мной. Когда меня привезли в ментовку, ага. вот меня привезли, ну, меня привезли, ладно, гаишники, он там записал и ушел. А менты, которые были там, они себя точно так же вот вели, как с ней. Угрожали мне там туда-сюда, писали всякий бред там, мы тебя сейчас изобьем, мы то все, пятое, десятое. Пока им не позвонили с управления внутренних дел Краснодарского края и спросили про меня. Угу. И они все стихли и разбежались по углам. Я думаю, вот. Но ты дальше-то никаких действий не предпринимал с ними. Да не, мне просто утром дело в том, что меня повезли в суд, а в суд, когда приехали, судья увидел, говорит, а это вы для чего сюда привезли? И мент аж покраснел, ему было неудобно. Ну, то есть, они хотели тебя застраховать и всякие там, значит, правонарушения Да. выписать. И, Ну-ну. она говорит, вы его что, привезли-то? И вот слушай дальше, смотри, Ага. что. По словам Марии Цыгеновой, после ее заявления о намерении подать жалобу, сотрудники полиции в Подольске ответили: жалуйся своему бурятскому президенту и молись своим бурятским богам. Когда выяснилось, что у Марии есть несовершеннолетние дети, звучали, по его словам, призывы: вас, бурят, надо давить. Еще размножаетесь, и какого хрена вы прете сюда, гнать вас надо. Да, это... При том, что в Подольске находится, надо вот спросить. А Подольск это практически Москва. Не, ну находится самая большая диаспора бурятская, которая работает на этих складах у этой, значит, Кимихи. Это Вайлдберрис. Вайлдберрис, да. И они там все работают, короче. Вот понимаешь, для меня это абсолютно, ну, как бы абсолютно не новость, что вонюшки и как в Бурятии, как в соседней Иркутской области, так себя, и вообще во всех других регионах. Да, Но да, во всей России. У меня есть достоверная информация о том, что это давно известно было, что в Подольске самые вот нацистские менты, короче, самые подлые и гадские. Вот как прям Евгений Хасуев, короче, у нас здесь менток есть один, ну, прикинулся правозащитником, там что-то разоблачает кого-то якобы и так далее. Но одновременно психическое заболевание, neuroawareness, психопат. Он же тогда напал на нашего одного, значит, активиста с позывным «Старый», точнее, молодой мы его называли. Ну и, значит, с ножом вот прям, значит, нож вытащил и говорит: давай, ну, типа, с тобой там биться будем. И такой же трюк провернул с, значит, этим, с представителем власти там в суде. Ну, психопатическое расстройство. И я вот представляю, что вот такие менты, они везде. То есть, а вот в таких регионах типа Подмосковья еще такое, знаешь, такая вонючая, да. И это все навальнята, наверное, все вот эти сторонники русского мира. И заметь, и ни одна из русских вот этих медиаперсон, в том числе оппозиционных, она что-то молчит вообще. И, естественно, поскольку женщина не стала молчать, и я вот об этом как раз и говорю, что вот такие женщины должны быть, потому что был до этого случай, когда какой-то казачонка и так далее, значит, просто, ну, грубо сексуализированно, значит, хватал ее там за всякие части тела, пытался не пустить, значит, куда-то. Ну, она пыталась уехать, видимо, там, может, с билетом или без билета, тот ее, значит, начал там задерживать, хотя никаких властных полномочий на задержание такой персонаж не имеет. Она оказалась тоже там откуда-то с Подольска, кандидатша наук, там, короче, и так далее. И та почему-то вот, обладая, так скажем, и степенью, и всеми прочими, вот, не замусорилась, не пошла вот до Талова, как вот эта Марина
Мария Цыденова. Да? И вот Мария Цыденова правильно сделала. Естественно, вот эти власти в виде президента, значит, оккупированной Бурятии Цыденова, в виде, значит, бывшего сенатора, значит, мента ОМОНовца Мархаева, значит, и там даже брякнул такой персонаж Дамдицурунов, у которого мать бурятка, а отец русак, короче. И, значит, там поехал, и, значит, набринчал о том, что, значит, этим вот случаем с Марией там могут воспользоваться для разжигания межнациональной розни там, и так далее. Я говорю, извините, ты приедь туда в отдел, короче, со своей рожей. Вот так просто, с улицы, прохожие, короче. И зайди и предъяви туда в окошко какие-нибудь претензии. Дамдицуринов, конечно, этого не сделает, потому что ему там сразу надают по балде. Конечно, он с опломбом может туда приехать, навестить там этих ментов и так далее. Но там, понимаешь, там все шовики. И они, вот с этих женщин, которых хватает на улице, они живут. Это чисто бабки. Конечно, они... Запугать, палку срубить там и так тем далее. Более они, тем более знают, что работают в Вайлдберрис, а Вайлдберрис это сейчас единственная организация в России, которая нормально работает. В ответ, смотри, на ее слова, что бурятские рекруты воюют за всю Рашку, последовала, как рассказывает женщина, еще одна волна ненависти. Ваши все, говорит, на передке сдохнут. Ну, это сермяжная правда, так и есть. И там в Москве же вот спрашивали, молодежь ходили, как вы там к войне относитесь, там все прочее. Надо ли, типа, москвичей там брать. А она говорит, такая девка молодая, лет там 12-13. А зачем, говорит, если буряты есть? Всякие там вот эти слова на че и так далее. Нет, это вот вонюшки, они, собственно, как вот эти вот дрессированные бурятосы не понимают, что это вот как раз геноцид-то идет. И для вонюшек это абсолютно норма. Даже вот для самых таких простеньких, примитивных всяких дебилов, вот этих ментов там и так далее. Для них это норма. И они ничего не изменится, пока, значит, в этот отдел не зайдет сбежавший со своего бурятос, обвешанный пулеметом и все прочее, и не устроит там небольшое, значит, прорежение ментовского состава. Я вот говорю, на них ничего не будет действовать, только вот такими методами можно. И там Дамдицуринова, они вот так вот этого Дамдицурунова будут, понимаешь там? Зайди он туда, просто там что-нибудь брякнет там. Потому что, видишь, не идет. Хотя... Он депутат от Госдумы, короче, там Мархаев бывший сенатор и так далее. А вот так все МВД, вот так вот их всех, понимаешь? Потому что они никчемные, они уже старые, никому не нужные, отработавшие. Значит, это максимум еще и сделают им там на пенсию, и, значит, их отправят и все. И скажут молчать тихонько в тряпочку. Но поскольку это в медийное пространство вышло, и даже вот эта новая газета Европы по этому поводу написала, и там, значит, вот эти местные нацики бурятские перевозбудились. Ой, типа дурочку там используют в своих целях там и так далее. Хотя, ну, это известный факт. Это и в Бурятии такое встречается. Я помню неоднократно такие случаи, там, когда семисюхи всякие и так далее тоже там. Значит, бурят, ну, едет бурят на хорошей машине, ну, и стоит семисюха мент. И он специально выцепляет вот бурят там, ну, чтобы их оштрафовать там на что-то там и так далее. Короче, ну, себя там строят там и так далее. Ну, людей будто бы. И так это есть даже в Бурятии, то есть в тех районах, где одни там семисюхи живут или да какие-нибудь там эти вонюшки, короче. То же самое там, чисто вот по национальному признаку. Другое дело, что боятся бурята остановить, которые вдруг мент окажется, вдруг еще кто-то, понимаешь, прокурорчик какой-нибудь там или все прочее. Ну, так тоже выборочно цепляют. Но это было всегда. Я помню, в 98 году мы когда были в Москве, такой же точно, жирный такой, русак такой. Подходит чуть ли не ОМОНовец, короче. Ну и мать давай грузить, короче, на бабки. Тупо. Ну да. Взял документы, естественно, мои, ну, наши вот эти паспорта, короче, загран взял паспорт наш. И, короче, давай грузить на бабки. И мать нет, она написала, ну, все, она отобрала эти документы, мы убежали в метро. А потом на этого мента накатала заявление в прокуратуру, короче. То есть, и там ответ пришел сюда, выявили, короче, да, все сделали. Что там? И сейчас мы немножко переместились в другое место. И сейчас я продолжу. Значит, вернувшись от дела, она потребовала сотрудника ППС. По требованию сотрудника ППС достала документ, на что тут заявил, что он воняет. Понимаешь? Вот это российское это. Шовинистическая, русская, великорусская. Сотрудница полиции, к которой она затем попыталась обратиться с отвращением, фу-фу, брось на подоконник. Мария ожидала освобождения к 9 утра 8 января.
так как ей объяснили, что ее отпустит утренняя смена. Это были выходные дни. Мария обратила внимание на контраст в обращении. В ту же ночь мужчине спортивного телосложения, который, по его словам, работал в охране, дали куртку и выходили с ним курить, в то время как она, одетая лишь в тонкую кофту, мерзла. Когда женщина попросилась в туалет, по словам Марии, ее не выпускали, смеялись и заявляли, что она будет сидеть до 29 февраля следующего високосного года. Ну, то есть формальное издевательство. Да. Ну, типа пытки. Да. Значит, новая смена объяснила Марии, что она пребывает там за нахождение на улице в нетрезвом виде. Диана вернулась с пакетом продуктов. Когда позже узнала Мария, дочь потратила на еду для матери 1500 рублей. При этом сотрудник полиции выдал ей, по словам женщины, лишь бутылку минеральной воды, сосиску в тесте, кусок мяса. Поскольку у Марии пониженное давление, Диана принесла также ей аспирин. Мария сожалеет об одной своей реплике. Когда ее наконец выпустили в туалет, сотрудник сказал, что она у них навалить хочет и убирать будет сама. В ответ она бросила: если получится, навалю. Как ей кажется, именно из-за этих слов Марию решили не отпускать. Наблюдавший за этим другой сотрудник, по ее словам, оставался абсолютно равнодушным. Ну, смешно, да? Ну, и там Мария дальше, там, значит, в этой статье описывает, что с ней там произошло. И значит... Значит, там тут же также значит, какого-то инспектора ПНД, короче, понял, значит, тут же, когда поняли, что жареным-то пахнет, что она собирается дальше все это дело пускать, натравили на нее инспектора ПДН, типа, не занимается. Понял? Ну, якобы они выявили там особо пьющую алкоголизированную бабу, да, короче. Ну, понял, вот такое вот это давление со стороны ментов. Но они не понимают, что они засыпаются, короче. Потому что помимо того, что вот эти менты, значит, это уже начнут бурятские националисты пику на них точить, короче, понимаешь? Ну, это хорошо. Не, ну, потому что, во-первых, надо воспользоваться этим случаем и запретить въезд всем ментам и всей родне вот этого отдела. Надо сейчас срочно выявить вот эту всю информацию, кто в этих отделах Подольска работает, первом, втором, третьем, короче. Ввести для них ограничения, создать список Марии Цыденовой, короче, санкционный, понял? То есть, если дальше вопрос этот не решится положительно. Да даже если и решится, все равно один черт их нужно внести вот в список Магнитского там и так далее, короче. Ну и вот... По его словам, в дежурной части ей заявили, что документ выдадут только после того, как она напишет заявление на имя подполковника Нилова и предупредят об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. В результате, если обвинения окажутся неправдой, значит, адвокат Александр Попов запретил ей что-либо пописывать. Только после его звонка по внутреннему номеру полиции протокол был выдан. Как позже отметил защитник, документ по его мнению был оформлен с нарушением закона. Ну, то есть, видишь, у нее был, смотрите, адвокат знакомый, видимо, по каким-то другим делам, короче, у которых это, то есть, всегда имейте, вот когда вы живете в таких нацистских городах, контакты наших бурятских юристов, адвокатов, которые там тоже есть. Я думаю, Попов это бурят. Ну и вот пишется: Мария Цыденова родилась в Улан-Удэ в 1984 году в Улан-Удэ в интернациональной семье, где смешались бурятские, русские и белорусские корни. Ну, считай, еврейка, потому что, ну, по внешнему виду я сразу определил, что она это еврейская, короче, никакая она там не белорусская. Ну и, в общем, в 3 года Марию крестили, говорит, в Беларуси, она еще и выкрест. Семья Степановых переехала жить в Белоруссию, и в свой 1 класс Мария пошла в школу в городе Добруж Гомельской области. В 1996 году Степановы вернулись в Бурятию, родители Марии позже развелись, но сохранили хорошие отношения. Отец вновь женился на русской женщине, а сводный брат Марии погиб на СВО. Ну, то есть, вот поймите, на 100% русскомирная бурятоска. Со всех сторон, короче. Полубурятоска, точнее. И даже ей надавали в Панаму, условно говоря, ваши русичи. Держи слово за этих, за русичей, за своих. Оправдывайся давай. Нет, оправдываться я не собираюсь ни за кого. Тем более за этих. Мразей, да? Усичей, да. А то, что она, если бы она предложила им еще у подъезда сказать: давайте разберемся, типа, я вам заплачу деньги, и вы меня отпустите, я думаю, они согласились бы. Они бы с нее взяли бы деньги и сказали бы: все, носи с собой всегда паспорт. А когда дело дошло до того, что она стала им предъявлять претензии, причем правомерные, представься, кто ты такой. То, что на тебе китель и фуражка ментовская, это не значит, что ты мент. Вот в чем дело.
И после всего этого все эти пытки вот в третьем отделении полиции этого Подольска, это вообще... Ну смотри, она пишет, школу Мария закончила в микрорайоне Дивизионной, Девизская, ну такой тоже, Да. такой своеобразный район. Давай После видно. торгово-экономического техникума, значит, работала в сфере торговли, была заведующим магазином и ревизором. Сегодня она зарегистрирована как самозанятая. Муж самой Марии бурят из Джидинского района. И что-то мужичка-то не слышно, что, где он вообще? Не, ну а мужичок, может он еще и не знает, там связи в России нет. Ты как он может узнать? Что ты думаешь? Не, я говорю, что он-то не выступает, короче. Где он там, что он там, Не, груш он объелся? там или тихо что? живет, он же там у себя в Бурятии сидит. И... Почему он в Бурятии-то сидит? Он сидит в Москве, а они же семьей переехали туда. Тогда я не знаю, что он. Он просто боится, тупо боится и все. Теперь понятно, что там глава семьи, скорее всего, Мария. Не, он тупо боится, а она женщина такая, что... Ну, это да, это проявляет бурятскость, так скажем, вот это вот, люмпена-комбедовскость. И я вот понимаю, Серега, почему она выступает, потому что она, видишь, в Беларуси выросла. В других условиях. То есть, если бы она в Бурятии росла, где там на бурят вот такое давление негласное все время оказывается, вот она бы выросла такой забитой, зачуханной бурятоской, короче. Ну, это я вот прям так и говорю, как русские говорят. Бурятосики, там, люмпено-комбедовцы и так далее. Так и есть, понимаете. Но она выросла в другой среде, в белорусской. Да, и в 90-е годы Беларусь это же там бурлила, независимость, там Белорусский народный фронт, там вот это все движение было. И до прихода Лукашенко. Да. И как раз она вот этот период и застала. Понимаете, когда вот эта движуха была там в Беларуси, там вот это а потом она перестройка, там гласность и все прочее. Она переехала потом в Бурятию. Какую Россию? В России она сейчас там сидит. Давай, говори дальше. Что ты думаешь? Дальше чем закончится в итоге? Закончится, я думаю, грубо говоря, ничем. Менты отпишутся. Ее или будут пытаться уговаривать, если это будет страшно для ментов. Но я думаю, для ментов это не будет страшно ничего. Они просто отпишутся, свалят там все на то, что она была в нетрезвом состоянии, а почему нету экспертизы на алкоголь. Скажут, что она отказалась. Ну и вот в такой, вот в этой каше все, она вот так вот все и загнется в итоге. И все. И не будет ничего. Но если она будет постоянно еще продолжать сильно выступать при нынешней обстановке в России, то ее могут и очень сильно наклонить. Могут. Ну, то есть возьмут, короче, они не мусорнутся, а какой-нибудь там подментованный мусорок, значит, или подментованный какой-то агент напишет, скажут, что вот она там, значит, там что-то там где-то сказала, короче, и начнут ее там за государственную какую-нибудь безопасность. Измена там, что-нибудь такое. Скажут, да, она вот выступила, назвала там этих СВОшников, пусть даже бурятских, назвала их плохими словами, и ее она не выйдет. Не, но видишь, она со всех сторон же под это, у нее там кто-то погиб, короче, она там, значит, особо политически нету, ну, то есть, контекст-то какой, что, ну, понятно, ей там шубу порвали, там, значит, принуждали ее, там, значит, к, значит, различного рода действиям, там, и таким, ну, значит, ну, понятно, что нормальная женщина так и должна реагировать. Я вот тоже тогда, вот, когда апеллировал, так скажем, вот этого несчастного Здора и Сулендиву, да, я вот, ну, с тем столкнулся, я говорю, а где вот эти вот, ну, женщины, пострадавшие от действий Здора, например, этого Чукчи-то? Я говорю, они же активистки, они должны сразу об этом говорить, короче, чтобы, ну, мало ли он там серийный насильник какой-нибудь или еще что-нибудь в этом роде. Ну, то есть, активистки-то они же, сам Бог послал им тут же трубить о том, что вот, значит, такое приключилось, там, 5-10. А здесь обыкновенная женщина, и она правильно абсолютно поступила, и поэтому привлечение общественного внимания – это очень правильная вещь. И, но меня удивляет, что ваши вонюшки молчат, всякие так вот эти правозащитники, мемориал там всякие. Там в этом как раз вот и не то, что загвоздка, а в этом и все в этом-то как раз и есть самое плохое. Что как она не будет биться дальше, и в связи с тем, что все вокруг молчит, она поэтому, вот только поэтому она и не победит. Если бы вонюшки, как ты говоришь, сказали бы, выступили не то, что в ее защиту, а выступили за честность, за правоту, понимаешь, в чем дело,
то менты бы, может, и да, там что-то бы было, там объявили выговор хотя бы ментам, там туда-сюда, извинились перед ней. А так, ничего нет. К взаимодействию нужно привлекать силовые структуры, так скажем. Ну, то есть, просто ментов по отдельности вот этих вылавливать, выявлять. Как бы, ну, вот, нормальные бы нации сделали. Нет, подожди, и как ты их будешь выявлять? Ну, а там же менты, многие же нуждаются в деньгах, приходишь с котлетой денег и говоришь, кто конкретно в ту смену работал, кто конкретно ее забрал. Это и так они. А потом этих ментов просто-напросто там сжигают в машине. Короче, там ноги им просто начинают переламывать и так далее, понимаешь? Это уже будет как терроризм. А какой терроризм? Ну, просто, короче, то есть сатисфакция, понимаешь? Вот такая должна быть. Дамгинцурунов, в принципе, он такое дело может устроить. Там еще Колька, говорит, Будаев такой, этот свистун, короче. Ну, такой это с подвешенным помелом, короче. Он раньше говорить не умел, короче, но, видимо, там в Госдуме пока шестерил, короче, там, видимо, с этими, со всеми, с бабами, так называемыми, там, научился, короче. Че ты? Насчет мести, это уже... А что не так? А что не так, Серега? Нет, ты знаешь, я сам выступаю за свержение власти вооруженным путем, но тут, видишь, такое дело, что это дело так повернут, что ей точно пожизненный срок дадут. А почему ей-то? Ломать-то многие же другие будут. Ну, все подведут под нее. А что она? Она жертва. Вот именно, что она жертва, она... Как, ладно, твои пожелания Марии Цыденовой, жертве полицейского произвола. Я считаю, что ей нельзя останавливаться, но очень четко следить за ходом дела. Останавливаться не надо. И как можно больше привлекать к этому делу, так сказать, СМИ русских, вот, как ты сказал, правозащитников и всех прочих, включая мемориал и все остальное. Ну, а я считаю, что, конечно, там вот это выступление, ну, знаешь, у меня сразу, когда я там Мархаев, короче, это, я первое, что прочитал, это там Мархаев, значит, с чем-то выступил, короче, потом присоединился к этим выступлениям, значит, из Санхи, этот наш лама, значит, который там, дрессированный лама, так называемый, хамбу лама. Он прицепился тоже там, значит, потребовал там, значит, от этих, разобраться, так скажем, в ситуации. И они вот все так пишут, что, ну, типа, там кто-то должен разобраться вот, и так далее. Вот в чем вся и беда. Я тебе про что и говорю. И в силу вот этих вот всех вещей, ну, то есть заявление, это заявление где-то в интернете что-то прозвучало, а написали ли они соответствующие документы, например, мусорнулись они Бастрыкину, например, или Путину письмецо, например, написали. Но я считаю, что где-то Мархаев, там везде вот какие-то уши сидят всяких ГБшных отделов, которые там идеологией занимаются и так далее. И неспроста там Дамгинцурунов вдруг завонял, что, значит, вот эти буряты за рубежом, там, значит, на грантах, там, и решили воспользоваться вот этой ситуацией и типа межнациональный конфликт раздуть, короче. Хотя, ну, это по факту межнациональный конфликт, то есть ее задержали, во-первых, ее так называемое профилирование. Они увидели там азиаток, красивых, я более чем уверен, молодых, и решили до них докопаться, потому что я подозреваю, что в этом отделе происходит систематическое изнасилование представительниц, значит, сибирских народов, женщин, происходят систематические изнасилования, значит, представительниц Центральной Азии. Да, они, видимо, вот так выезжают на охоту, ловят слегка подвыпивших женщин, значит, там, в общем, всяко разно их там над ними издеваются, ну и учитывая, что вот там есть определенная система позора и так далее, женщины молчат. В данном случае, я думаю, что их, вот знаешь, это, видимо, это что, ага, вот у этой, значит, бурятки голос прорезался, а мы сейчас власть покажем. Видишь, а коса-то на камень нашла. И в этом отношении абсолютно я считаю, что все буряты Москвы и Подмосковья должны провести митинг в Подольске, съехаться в Подольск, вот возле этого отдела как раз. И это будет хороший иммиграционный кейс в том числе. И для, вот почему нам в это важно, потому что в данном случае она правильно замусорилась, что это расизм, нацизм, расовое профилирование и все прочее, потому что это очень хорошо пойдет в кейс всем бурятосам,
в Америке, которые сидят, значит, боятся, значит, там, потому что тоже вот эти, пограничные, ну, эти, как его, АИС, так называемая миграционная служба, она сейчас там лютует, скоро, говорят, доберется до бурятской столицы США, до Нью-Йорка. Сейчас оттуда всех будут выковыривать. И в этом отношении, конечно, очень важный вот этот момент, и нужно ее поддержать и словом, и делом. Сейчас много будет всяких, значит, вот читаю снова, опять эти бурятские мошенники, которые там всякие деньги начнут собирать там и так далее на это дело. У нее есть группа, называется Мария Подольск. В Телеграме заходите, подписывайтесь, шерьте. И обязательно я, наверное, запишу несколько видео о том, как в таких случаях вам нужно поступать. Потому что мы вот на открытом микрофоне нашем на Республике Бурятия вот регулярно попадали в эти отделы полиции. И вы знаете, вот когда ты попадаешь первый раз, это так неприятно, необычно, там воняет саниной там каким-то это. А потом уже привыкаешь. Туда как в гости в этот отдел ходишь, короче. И ты знаешь уже, изучаешь благодаря другим людям свои права. Ты знаешь, как разговаривать с ментом. Понимаешь? То есть это и... В первую очередь аудио-видеофиксация. Как только вас менты остановили, сразу диктофон. Желательно еще второй телефон иметь, чтобы сразу записывать на диктофон. Не говорите им, что вы их записываете. Да, они при исполнении находятся. Все это прячется. Кого-то просите со стороны снимать, короче, аудио-видеофиксация производите. С ментам можно предупредить, что мы проводим аудио-видеофиксацию, короче. Часто они, бывает, этого пугаются. Когда человек говорит вот на их языке. Понимаешь, не просто я съемку произвожу, а аудио-видеофиксация с использованием такого-то средства, понимаешь? И он так, опа, а может это мент какой-то, там, может следак, там, может, не знаю, судья какая-нибудь, там, понимаешь? И не надо вот перед ними там там плакать, слезы пускать и так далее. Они сразу начинают чувствовать свою правоту, ну, что это. И поэтому, естественно, что многие женщины, они же как по привычке там слезу начинают пускать там и так далее. А этого не надо делать. И в этом отношении, конечно, и были ролики там вот показано, когда там, ну, женщины такие довольно серьезные, там менты пытались там докопаться. Это же не первый раз, когда бурятку пытаются там, значит, куда-то утащить, значит, вот эта ментовщина московская, подмосковная. И в этом отношении надо с ними четко разговаривать, что мент это ничто, это чмо, это вообще, это гнус. Это вообще грязь под ногтями, короче. Вот с ними надо так разговаривать, и они это чувствуют. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, и Бурятия от Енисея до Амура. И у нас там не будет ни одного мента, будут одни полицейские бурятские. И мы там установим наш бурятский закон. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Потому что Рашка, вот как видите на этом примере, вам даже не мачеха, она оккупант. Всем пока и до новых встреч.